Могут эти нахчиматяне из армянской географии быть теми людьми, которые оставили надписи на Среднем и Верхнем Доне, надписи которых вы расшифровали. Допускаете такое? Тем более, это единовременно это все это выложено. Ну, не единовременно, примерно одновременно. Не исключено, но у нас дело в том, что у нас все опирается в этот ареал распространения Нахчиматяна. Там по этой географии мы эту границу очертить не можем. Мы видим, что да, действительно, где-то рядом. Это не исключено. Опять же, я не знаю, вот, если упоминается биография, то это значит, там было компактное расселение. То есть, получается, там набор хуторов, там поселков, все такое, ну, компактное население какого-нибудь народа, если он упоминается. Но я не исключаю возможности, что там было хуторное через полосицы в других местах. И тогда уже что? А если у нас учат письменности, а учат письменности кого скорее, получается, высшую страту, то есть власть, администрация, воинское сословие. Если у нас это по-осетински, по-донски, то это скорее указывает на то, что доминировали они. Вот этим как бы позволено было учиться, а другим это незачем. Но еще дополнительно то, что есть у восточнославянских древнерусского периода есть заимствование из кавказских и инахских языков. Это говорит о том, что действительно эти люди не только оставили эти надписи, там жили, но они еще контактировали со славянским населением. Это могло быть другой период. Более древний период или более поздний? Более древние, я думаю, были контакты, и более поздние. По крайней мере, я думаю, что вот это вот кусок вот этой степи, проходной двор Европы, который юг Украины, ну, вдоль моря, что как раз через него эти выселки ходили. А кроме того, мы не знаем до конца четкую геоэтническую составляющую там, и Восточной Европы, и всего другого. У нас очень мало. Я не удивлюсь, что и там были какие-нибудь куски. Еще западнее. Да, могли быть еще, да? Кавказ. Да, вплоть до Венгрии, а может еще дальше. Может, да. Ну, степь это и до индоевропейцев уже кто-то там жил. Но можно допустить, что в тот период древние нахи или древние чеченцы, если это нахчиматы, жили там. Родственнички по языку, да, не все чеченцы. Ну, естественно, мы говорим о нашего этноса. Да, были какие-то выселки, да, вот эти вот, распространение, колонизация, то, что называется, такие. Не целенаправленная, скажем, а может и целенаправленная. Нет, целенаправленная только тогда, когда там первые выселились случайно, а потом бежали, говорят, вот там место есть такое, и зазывают другие. Да. Но целенаправленно называют другую, когда там политическая власть говорит, а теперь все поехали туда срочно там, поднимать магнитку. Такого не думаю. Что но мы говорим о средневековье, когда уже политически преобладали другие народы, массовое передвижение народов, новые завоеватели были. Сегодня мы говорили с Олегом Алексеевичем Мудриком. Хочу поблагодарить вас за уделенное время.